Больше сотни погибших на дорогах республики в результате ДТП, и это только с начала года. Изменить статистику власти решили всевозможными мерами, в том числе установкой дополнительных камер видеонаблюдения на опасных участках в разных уголках региона. В итоге в Назрановском районе 6 из них разбиты неизвестными. Этот вопрос в правительстве обсуждает с представителями местных властей, структурных ведомств и подразделений. Главная цель – выработать методы борьбы с такими нарушителями. Рекомендовать органам местного самоуправления проводить работу среди населения по пропаганде соблюдения законности, правил дорожного движения при управлении автотранспортом, по недопустимости повреждения имущества, чужого имущества. Рекомендовать органам внутренних дел провести комплекс специальных мероприятий, направленных на установление и привлечение к установленной ответственности лиц, причастных к умышленному уничтожению комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Багаудин Аздоев, в свою очередь, отметил, что готов оказать всевозможную поддержку 24 часа в сутки, чтобы выявлять таких нарушителей. Но этого явно недостаточно. Чтобы решить проблему, необходимо проводить профилактические работы с молодежью, вести беседы в мечетях, здесь на месте разработать план работы в этом направлении. Без результата мы не можем уйти. Нам нужен результат. Или мы должны еще 175 человек похоронить, чтобы у нас результат был. Поэтому мы должны как-то двигаться. И патрулировать надо, и общественных деятелей ваших надо вытащить мусор. Потому что вокруг Назрани это все происходит. Назранский район, Назрань, Сунжа. Давайте так, более... Мы второй раз вот так не должны встретиться и просто смотреть друг на друга и говорить, да, сейчас выйдем. Это просто мы время проводим. Правоохранительными органами уже ведется расследование. Нарушителям, которые испортили госимущество, согласно статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, грозит штраф до 120 тысяч рублей и лишение свободы до 2 лет. Они также обязаны восстановить поврежденные видеофиксаторы. Мы уже ранее по телевидению говорили о том, что мы хотим установить скрытые камеры в непосредственной близости к этим камерам фотофиксации. Но такие же меры избежания ответственности, можно там снять номера, грубо говоря, с машины, да, и так далее. Но основная нагрузка в данном случае лежит на правоохранительных органах, потому что это именно в их компетенции, они должны уже активизироваться более активно, грубо говоря, скрытое патрулирование вести. Словом, нарушать и ездить безнаказанно лихачам не удастся. Самый действенный способ не платить штрафы – это вовсе не разбивать камеры видеонаблюдения, как многим кажется, а всего лишь соблюдать ПДД. Саид Куштов, Адам Далаков, Новости 24.